Здравствуйте, это программа «Якутия в деталях», меня зовут Александр Хавренко. Археологи – это детективы прошлого, так высказалась об этой профессии знаменитая Агата Кристи, один из мужей которой, кстати, и был археологом. А вот поэт Станислав Ежелец сказал, что археология – это наука, которая создает эпохи. Трудно не согласиться с этими уважаемыми людьми, и вот сегодня мы поговорим об археологии и не только с нашим гостем, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института археологии и этнографии СОРАН Виктором Дьяконовым. Виктор, приветствую тебя. Приветствую. Но начать я хочу как раз-таки не с археологии, а со знаменательного события, которое произошло в этом году, когда семья Дьяконова была вписана в Золотую книгу династий трудовых нашей республики. Расскажи об этом. 6 ученых, да, у вас в семье? 7. 7 даже. 7, на самом деле. Я 7-й. Ну, у нас как бы вообще родословная. Вот у меня дядя, он известный тоже человек в республике, Харлампий Назарович, он возглавлял вот, телевидение, как вы знаете, да? Значит, он эту родословную от 18 века нашел, все, метрические книги там, ну, они происходят, выход с Кобяйского района, значит, и село Тея, значит, оттуда все, там все вот, прямые предки, которые там жили с конца 18 века записаны были, ну, видимо, при крещении, да. Потом, там, во время Отечественной войны 1812 года, там, потом, ну, весь 19 век. Вот, у меня дед, значит, Назар Харлампьевич Дьяконов, он первый вот ученую степень получил. Он долгое время в обкоме партии работал и, ну, на руководящих постах, он финансами заведовал там. То есть, можно сказать, всеми деньгами республики. Да? И вот он кандидат экономических наук был. Ну, он все по-честному, там, аспирантуру заканчивал, у него труды научные есть. Кстати, я сейчас смотрю там по Telegram, WhatsApp, там гуляют часто его мысли, статьи, высказанные когда-то, особенно о демографии людей интересует прямо. Они сказали, очень, многие мне пишут отзыв и говорят, очень честная оценка, и это вот именно ценится, да, то есть там реальные проблемы были высказаны вот такие, да, ну это, видимо, на сломе там в конце 80-х, 90-х он это писал, да. Вот, дедушка, значит, мой Назар, они 6 детей родили. Так, из них 5 учеными стали, 3 доктора наук в разных областях. Вот мой отец, он самый старший сын, он ядерным физиком был. Значит, у него специальность физика ядра и элементарных частиц. Он в 1947 году родился после войны, Михаил Назарович. Закончил он Казахский государственный университет в Алмате в 1971 году по вот этой специальности и защитился в 1982 году в Москве в Институте ядерных исследований Академии наук СССР. Ну, сами понимаете, это такая стратегически важная, очень такая специальность в стране была. Я помню, что его приглашали на столько конференций за рубеж. Они, видимо, все там, то ли КГБ их послал, то ли что, никуда не выездной, короче, был. И ему там платили гонорары, я, насколько понимаю, какими-то валютами, типа гульденами какими-то. А раньше был магазин «Березка», ему эти давали, «Березка», купоны, чеки, да, и он на них мог что-то там отовариться. В 90-х годах он только там стал ездить, ну, в конце жизни, там куда-то в Италию он там ездил, да. То есть вот он физик был. Значит, другие у меня, вот дядя Харлампий, да, Харлампий Назарович, он доктор экономических наук был, значит. Тетя Юлия Назаровна, она в 80-х годах ушла из жизни, да, она филолог была, по якутским сказкам защитилась, она в Ленинграде. У меня 3 тети, они все в Ленинграде учились. Значит, Наталья Назаровна, она в университете преподавала долгое время на историческом факультете, тоже докторскую защитила, доктор исторических наук. Да? И Екатерина Назаровна, самая младшая у них дочь, сейчас она доктор исторических наук, тоже работает здесь в Якутском институте гуманитарных исследований, значит, тоже очень известный этнограф она.
Вот, а я, получается, в третьем поколении у них ученый. Мне все время со школьных пор там прививалось в семье культ знаний, вот это все, да. Книги все время окружали нас. Мы там к дедушке, бабушке приходим, огромная библиотека, там все время у них ночуешь и читаешь там за поем разные книги, в том числе там и научные попадались. И я помню вот мой выбор профессии, да, где-то во втором классе, что ли, я все учебники по истории прочитал до 10 класса. Так, что ли, интересно было, да. Хотя они маленько идеологически такие были другие, да. Но потом я увидел книгу в библиотеке, ну, это тете Юле, видимо, подарили, да. «Новое в археологии Якутии». И там на обложке нарисован такой человек, сидит в пещере. Я полистал ее, там каменные орудия разные такое. Я сразу сердцем понял, что это вот мое, что хочется вот этим заниматься. Ну и в школе я так интересовался этим, ходил, там кружок. Вот мой первый наставник Александр Степанович Кириллин, ныне покойный, к сожалению, да, он у нас спецкурс вел в коммерческой школе, я ходил туда. Мы уже там выходы разные, тут по долине Туймана ходили, там собирали разные древности, да, вместе. Потом я целенаправленно вот поступил на ИЮФ в 93 году, историко-юридический факультет. У нас там был, ну, веяние такое в начале 90-х, все хотели быть экономисты, юристы. Там. У нас большинство все, это, кто немножко не добрал баллов на юриста, да, поступает. Но я один из немногих там был, кто специально на историческое отделение шел. Вот, ну, а так вот по семье, да, ну, посчитали, там у нас там что-то больше 300 лет. 360 даже больше. Да, ну, если там еще маму мою не посчитали, она у меня ветеран там этого труда педагогического, она с детства. Причем у нее специальности две, да, она ФИА закончила, вот, французское отделение, Лидия Петровна у меня мама, да, и закончила в Москве Герцена, да, там у нее вообще редкая специальность сурдопедагог, да, в общем. Ну, со слабослышащими, она вот в этих школах все время работала. Там, в школе инвалидов, там интернат, республиканский лицей, там работала по свое время, да. У нее вообще там звания даже российские есть там. То есть она отличник профессионального, по-моему, образования Российской Федерации, да. То есть, ну, вот так вот. По педагогической стезе вот у нас и Наталья Назаровна всю жизнь там проработала в высшем образовании. Я сам тоже начинал все с нашего альма-матер, с Якутского госуниверситета. Значит, благодарю своих там преподавателей, конечно, они у нас душу вкладывали. Сам потом аспирантуру там закончил вот, после окончания, да, с 98 по 2001 по археологии. И потом меня приняли уже преподавателем старшим сразу. Я вел практику археологическую у студентов на протяжении 10 лет где-то, наверное. Это вот в поле с первокурсниками, там, которые закончили первый курс, едешь и там заменяешь им всех, маму, папу, и это, снабжение, и учишь их там полевой жизни, археологии, и все вот это. Ну, то есть у тебя изначально, скажем так, не было выбора не быть ученым? Да. Я на самом деле вот так вспоминаю, да, мы какие-то были такие творческие личности. И, например, вот мы вместе же познакомились, ходили в театральную студию во Дворец детства, да, там Логос. Потом я был юнкором этой газеты «Юность Севера». Значит, вот Нина Иннокентьевна, там Екатерина Анатольевна Третьякова. Они вот тоже вот такие люди, которые заметили, ну, мы там писали статьи в детскую газету. И у нас такая команда прям была. То есть я вполне себе мог и журналистом быть. Значит, ну, у меня всегда по гуманитарным, там, литература, это, ну, все это мне нравилось, да, и, соответственно, писать я умел, и стихи мы писали, стихи, и рок-группа, песни, да. вот, пожалуйста, да. У нас какое-то творческое такое объединение молодежи было, и мы все это вот, я мог, в принципе, в любую, как бы, эту область пойти, да, но у меня всегда в приоритете была эта археология, на самом деле. Просто я это, может, не афишировал, но знал, что надо с археологией конкретно жизнь связать. А это вот такие хобби, которые у меня, в принципе, до сих пор, наверное, остались. Там музыка та же. Ну, это все так должно взаимодополнять. Стихи мы там сочиняли, песни.
Все это в свое время очень бурно было, но археология у меня это приоритет был все-таки. Мне как-то сказали, ну, очень просто. Все, что записано, это история. Вот все, что до того, как появилась письменность, это археология. Правильно? С одной стороны, да, археология занимается в основном дописьменной историей человечества, да? Но сейчас очень распространена археология, которая занимается в том числе и письменным периодом. Ну, письменность, она везде по-разному появлялась. Например, там клинопись и так далее, да, они же вообще там тысячи лет назад существуют, да. Ну, это в античной археологии, скажем так, они одновременно и письменный период могут. А сейчас у нас вот и археология нового времени, она прямо очень развитие получила последние годы, особенно здесь в Якутске, да. Вот раскопки ведутся же на Ярославского, сейчас на Чернышевского, вот в районе Острога Якутского сейчас ведутся раскопки. Это письменный период, о котором, в принципе, есть письменные источники, какие-то архивы там. То есть, но масса информации можно получить и из раскопок. Это, например, какая-то бытовая жизнь, такая какая-то история, да. Ну, это предметы, связанные с обиходом таким обычным, да, людей. Ну, чем они пользуются, там какие-то зубные щетки, там костяные, например, да. А мы же не знаем, какие они были там в 19 веке, в 18, чем они там зубы чистили. Об этом не написано в этих письменных данных, да. Мы не знаем этого. А из-за археологии, пожалуйста, тут вот такой-то дворик, раскопали дом, да, вот тут у них хатон был, там какая-то планиграфия, да. Здесь, например, погреб, ледник, тут какие-то у них были утварь там и так далее, да. Ну и такие вполне себе обиходные, но там же могут быть и какие-то с духовностью предметы связанные. То есть, ну это письменный период. Поэтому вот сейчас в законе, например, в 73-м федеральном законе, там сказано, что археология это все, что древнее 100 лет. 1624 года культурный слой это уже археологический. То есть начало 20 века, там, времен гражданской войны, это уже, в принципе, можно его на археологическом уровне изучать. Вот мне всегда было, кстати, интересно, как археологи определяют место, где они будут копать. Ну, в городе, понятно, снесли дом, давайте покопаем. А вот на Новосибирских островах? Так, ну, Новосибирские острова, это, конечно, регион такой особенный. Там, в общем-то, предварительно необходимо понять, где мог человек поселиться. И очень большую роль тут играет предварительное изучение карт. Смотрим, где они могли жить. Например, какие-то геологические карты очень часто играют. Потому что человек в каменном веке, например, от сырья зависел. Ему надо было, например, кремень или какие-то твердые породы камня для изготовления орудий. Да? И там, например, по данным геологии, выходы кремния какие-то. И вот там, в принципе, уже большая перспектива найти что-то. Потому что где выходы кремния, сырья этого, человек туда приходил, например, какие-то заготовки делал. Их уже можно найти в долине ручья, например. А если там речушка течет, пресная вода, это немаловажно. Да? Соответственно, человек туда мог приходить, в принципе, поселиться там и из сырья заготавливать себе какие-то полуфабрикаты орудий, да, скажем так. Потом с ними он ходил, охотился и по мере надобности делал там себе ножи, копья, наконечники копий там, и так далее. Здесь в Якутии вот, таежная зона, например, да, часто это в древности вот, реки, они как дороги были, что ли. Значит, и люди в основном передвигались, наверное, на лодках, либо зимой там как-то на лыжах или что-то вдоль рек, да, они двигались. И приустьевые мысы каких-то впадающих притоков, они всегда перспективны. Значит, устье речки какой-нибудь, и там обычно поселение, вот старые стоянки, стойбища находятся. То есть человек останавливался там, видел там хорошая рыбалка, наверное, а по устью речки можно уйти куда-то в тайгу, охотиться. Ну, как-то вот так. Я так скажу, да, по опыту. Психология не сильно поменялась у людей. Обычно вот
как-то душой чувствуешь, так сердцем, да, вот я бы тут жил, да, и точно там что-то находишь. Часто такая бывает тайга такая, не очень, да, думаешь, ай, тут там топкая местность, там, например, марь какая-нибудь, там ничего не найдешь обычно, да, а вот сосновый бор, возвышенный, сухой, тут рядом вода, ну все, уже перспектива большая. А если таких мест много, конечно, там вот уже поискать стоит, да. Ну, часто в неожиданных местах бывают археологические объекты, например, горные перевалы вот в Ваймяконском районе, Писаницы, да. Ну, это все равно, это примечательное место какое-то. Это останец каменный, это на нем наскальные рисунки, например, да, находятся. Но он может и на высоте быть большой. Бывает так, что ну, не стоянки находишь, а какие-то наблюдательные пункты. Ну, древние люди охотились, им надо было обозревать пространство, да, там, чтобы там увидеть добычу, стада там. И они на какой-то возвышенности могли сидеть, ну и там их следы, там, костерок, там, затачивали оружие, чик-чик, там, отщепы каменные какие-нибудь, да, уже следы. Вообще вся эта профессия археолога, это такое, как бы, пытаешься залезть в мозги древнему человеку, как он жил, пытаешься понять даже, чем он занимался. И такой своеобразный детектив, что там случилось, да, в тот или иной период. Поэтому большая удача там, какие-то наскальные рисунки. По ним же уже, о чем он думал, древний человек, да. Это какие-то его мировоззрения, там, может, его религиозные представления там. Потому что часто там жертвоприношения возле них оставляют. И до сих пор такое. Сейчас мы в Оленёкском районе были, там интересно так. Все народы, которые там жили, да, у них есть эти святилища там, да. Например, одно называется Тангаралах, божественное, да, по-якутски. И там вот мы нынче побывали. Это одни из самых северных писаниц в мире, кстати. Писаницы — это наскальные скалы с рисунками, да. Ну, их и петроглифы там некоторые называют. Ну, у нас не выбитые обычно, а нарисованные краской минеральной, охрой, да. И там жертвенник, пожалуйста. И, ну, до сих пор люди, охотники приезжают, там патроны складывают, там какие-нибудь спички, там, ну, подношение духу местности. А тут же такие же старые предметы, вот мы находим жертвенники, а там лежат самострелы, наконечники стрел только уже из кости, из камня там. То есть этот обряд тысячи лет там существовал непрерывно, да. Вот, а одно Тангаралах у них называют, другое Севяки, это дух леса там по-ивенкийски, да. А другое вообще Койка, это божество, идол, Ганасан. То есть там все народы, которые там на Аленке жили, у них там какими-то своими духами, божествами там называли, да. То есть, ну, такое прямо интересно, с современными даже этносами там пересекается, да. И вот когда это находишь, стараешься понять их мировоззрение, о чем они думали, во что они верили, да. Большая удача там, если какие-то древние погребения, потому что необходимо массу, как можно больше информации получить. Это же не просто там останки человека, да, похоронены. Там у него предметы, сопроводительный инвентарь. Можно получить датировки, да, и понять, какого возраста. Можно по костям образ жизни этого человека понять. Ну, это, во-первых, там, какой он расе принадлежал, да, какой у него тип там был, да, антропологический, какие там, может быть, патологии были, болезни. Это все на этих костях можно понять. А сейчас вообще палеогенетика развивается, там даже мизинчик там находят или зуб молочный там в пещерах, да, и по ним выстраивают там, вот как в Денисовой пещере на Алтае, да, там целый новый вид человека, пожалуйста, денисовский человек. И там Нобелевские премии за это получают ученые. Настолько вот сейчас методы научные совершенные появляются, что там один волосок человека нашел, там прилипший какой-нибудь, да, и можно по нему генетические данные получить, да. То есть там микроскопический какой-то материал, и уже понять, а что это за человек был, какой он, да, у него там гаплотип, гаплогруппа там и так далее. Значит, особенно это касаемо древних культур.
Потому что, например, десятки тысяч лет назад кто тут жил, на каком языке говорили, мы это не можем понять. Вообще вся наука, она не может обладать абсолютным знанием. Мы к этому будем стремиться бесконечно, как функция, стремящаяся в бесконечность, да? Но не достигнем. Но тем не менее, вот это знание, оно будет приближать нас к каждым новым фактам. И поэтому даже маленькие там какие-то отщепы там найденные где-то, не знаю, на дороге какой-нибудь в лесу, да, там, они уже дают нам определенные знания, которые в общую картину необходимо вписать, хорошенько все это обдумать, обмозговать, и тогда получится более-менее какая-то история уже интересная. В своей карьере, в своей практике очень много экспедиций, наверняка очень много находок. Было ли что-то такое, что не на 360 градусов, да, повернуло представление о чем-то, но устоявшееся понятие пошатнуло? В общем-то, я как бы считаю, что у меня есть такие определенные открытия. Сейчас, например, история Якутии вышла, да, вот трехтомная. Там я главы писал вот о мезолит, неолит и бронзовый век, в соавторстве вот с Анатолием Николаевичем Алексеевым. Значит, там моя вот эта идея о многолинейности культурного развития в эпоху палеометалла. Значит, она прошла уже красной нитью такой, что ли. А если обывательским языком это? Вообще считалось, как-то, и учат так, в принципе, да, вот у нас был новокаменный век, неолит, да, например, 4-е тысячелетие до нашей эры по 2-е. Потом с 1-го тысячелетия до нашей эры бронзовый век. Это, сами представьте, вы, например, вот последний день 2-го тысячелетия до нашей эры, завтра наступит 1-е. Календарно же так, да? Вот я уснул, просыпаюсь, а я был в каменном веке, уснул, да, проснулся, у меня бронзовый век. Камни все выкинул, Да, бронзу достал. и мы все быстро на металл. Это же процесс более сложный. Соответственно, такого не было, и оно не одновременно. Якутия, например, та же огромная, гигантская территория. Тут по-разному шло. В Арктике одни условия. Там в Южной Якутии другое, в Центральной Якутии третье. Там это все сильно отличалось. Это же связано было с миграциями людей. Раньше не было самолетов, чтобы ты там прилетел за несколько часов там хоть куда, да. Соответственно, люди там, еще даже скотоводства не было, они пешком там или на лодке перемещались. Или там на собачьих упряжках, вот максимум, да. Вот, соответственно, изменения там медленнее шли, а у нас считалось так. Культура неолита одна за другой друг друга сменяли. Такая линейная схема, да, вот это наши корифеи, вот, которые периодизацию создали в 60-х годах, Юрий Алексеевич Мачанов и Светлана Александровна Федосеева, да. В принципе, все хорошая схема, идеально. Она построена была на абсолютных датах, там, на массе фактов, да. Для 60-х годов это прямо очень хорошо было, да, когда они ее создали. Но факты накапливаются, и мы видим, что не одинаково шло это развитие, особенно когда появились металлы. А металлы же это совершенно было революционное уже изобретение. Значит, та же керамика тоже. Они вот, например, неолит делили на 3 части: ранний, средний, поздний. Да? Это салазская культура, белькачинская и маяхтахская. Она не везде вот есть и не одинаково там появлялась, да? Но в принципе это видно смену культур. Какие-то просто наложения есть там периодов один на другой, немного. А вот в бронзовом веке, когда металл появился, он не везде сразу одномоментно появился. В одной части Якутии он где-то, миграция людей произошла, они уже пришли, зная металл, сюда. И на тебя. А другие люди смотрят, ага, вот эти не каменными орудиями, там, ножами, а бронзовыми пользуются, да? А эта технология, она секретная какая-то, может, была или что? Не везде же найдешь эти руды, да? Их научиться надо там. Это целое дело, в общем, такое, которое там, инновация, в общем, такая. Поэтому в одном месте это одно. А эти люди продвигались, когда по Якутии, они упирались тут в другие народы, которые тут жили. И вполне себе припеваючи жили. Потому что в позднем неолите тут прямо рассвет каменного века был. Это такая суперкультура была тут у маяхтахская. Значит, она
по всей Якутии не только распространялось. Считается, что эти люди чуть ли не до Фенноскандии дошли по тундровой зоне. Сейчас вот находят там в районе Кольского полуострова, там могильник есть. Они считают, что там наши эти, ну, связанные с имаяхтахской культурой люди похоронены есть. Значит, и то есть настолько влияние огромное было этих людей, да, они тут жили и вполне себе очень хорошо, да, комфортно. А тут пришли люди с металлом. И у них это инновации революционные, они где-то смогли вытеснить, где-то смешались. Там же такие процессы происходили, да, ассимиляция, а может быть где-то смешение. А где-то они вообще не смогли, особенно на севере, приспособиться. И там вот те же люди, которые вот эти маяхтахцы были, они постепенно просто через сколько-то лет поняли, что да, вот надо переходить на вот этот металл все-таки. Да. Это как сейчас, вот, например, я вот часто слушал доклады этнографов, да, например, вот антрополог у нас есть, этнолог Андрей Владимирович Головнев, да, он сейчас возглавляет Кунсткамеру в Петербурге. Он, вот интересно, среди оленеводов он там все время изучал, да, это там на западе, да, там примерно на русском севере, да, потом Ямал и Чукотка, да. И он все время замечал, что есть такие, которые стараются традиционно именно сохранить, да, вот все, нет, вот должно быть, как предки завещали, да, все инструменты там и так далее, нарты такие-сяки. А есть там у них лидеры этих, которые, наоборот, инновации туда стараются вплести. На буран пересядут там вместо этих оленей упряжки там и так далее. GPS там, ну все вот блага, но занимаются тем же. Вот. И постепенно, конечно, вот эти все инновации, они в жизнь внедряются, несмотря на то, что там сохраняются, конечно, какие-то традиционные эти методы. И также вот эти вот люди на севере, которые жили, они потом перешли и сами стали плавить бронзу. Но это тот же народ, можно сказать. Просто они, как мы вот при жизни не замечаем же, мы когда родились, никаких сотовых телефонов не было. Ну, мы об этом даже не знали, да, что это такое. А сейчас без телефона ты как без рук, как говорится. Да. Также и вот те люди, они потом постепенно сами перешли. И вот одно из вот моих вот этих как бы построений, таких концепций, да, это то, что в бронзовом веке было многолинейное развитие. Ну, не вот так вот шло, одна культура и везде, типа, одни люди быстро на бронзу перешли, а потом железо появилось. Да? Нет, оно везде по-разному шло. И вот это уже в новом издании «Истории Якутии» есть это. Значит, мы говорили о Новосибирских островах. Сейчас ты планируешь скорую экспедицию на Медвежьи острова. Медвежьи, да. То есть в центральной Якутии уже все нашли, все раскопали, теперь вот подальше? Я бы так не сказал. Тут, например, вот та же долина Туймада, да, которую я кандидатскую посвятил, каждый год все новые открытия какие-то сама преподносит. Даже не ждешь, а тут на тебе. И нельзя считать, что тут все открыто. Нет, оно не так. Конечно, тут солидно так времени было потрачено, досталось работы, да, и степень изученности довольно хорошая, поэтому тут много объектов разнообразных выявлено, археологических. Но все равно мы всего не знаем. Лишь малую толику мы какой-то истории, может быть, древней тут ведаем, да, где что находилось. Вот. Но те территории просто, куда мы вот собираемся, особенно арктические архипелаги, они труднодоступные. Это необитаемые острова, где и поныне никто не живет. Там как бы в первозданном виде сохранились жилища людей, которые там тысячи лет назад когда-то пытались освоить эту территорию. Ну или осваивали они ее, адаптировались к этим условиям. Это интересно, потому как это хозяйство там показывает связанные с морским зверобойным промыслом. Вот мы уже экспедицию туда провели в 2021 году один раз, но там просто ознакомительная такая была. А сейчас планируем как бы на будущее, ну и грантовой поддержки получить. И здесь вот Академия наук Республики нас поддерживать будет, по-видимому, да, ну там программу совместно с биологами.
написали, хотим исследовать это, ну, по-серьезному. Тут, ну, там много организаций у нас в этом плане. И это же Медвежьи острова, этот заповедник, он в ведении Национального парка Ленские столбы сейчас. Вот мы все соглашения вот с Аркадием Анатольевичем Семеновым там сейчас подписали. И в дальнейшем планируем там научные исследования. Это такие мирового уровня открытия могут быть. Потому как эти вот землянки там, этих, они в неутронутом виде с тех пор остались стоять. Люди там не ходят практически, да. Разве что вот на четырехстолбовом, там полярная станция с 1933 года существовала, да, они там проводили эти любительские раскопки. Все, кто туда попадал, полярные исследователи, они видели, вот, что там старые жилища есть, какие-то землянки вот эти, и вокруг них разбросаны там кости животных, там тюленя и так далее, моржей, там, не знаю, да, шкурки нерпы, там, белого медведя и орудия там, гарпуны разные, там, которые, ну, человек охотился на них, да, соответственно. Вот, и они это все отмечали, писали, начиная с 18 века, там, с открытия вот этих островов. Там и Фердинанд Врангель был, там и все эти ледоколы, там, Вайгач, там, всякие были, да. Там этот судно МОД зимовку проводило, это последняя экспедиция этого Руаля Амундсена, они там все на северный этот полюс старались дрейфуя достичь. И вот там Оскар Вистинг, этот капитан, значит, который оба полюса с Амундсеном посетил. Они вот провели там зимовку возле Четырехстолбового острова. Тоже они обнаружили эти жилища и какие-то орудия собрали там, да. То есть все это отмечали. Потом полярники там собирали материал, но они в том числе и покопались, конечно, к сожалению, так по-дилетантски, да. Но коллекции куда попали? Государственный исторический музей в Москву, значит, на Красной площади, который стоит. Там Вера Михайловна Раушенбах, это супруга академика Бориса Раушенбаха, да? Она такую брошюрку опубликовала, ну, издательство «Советская Россия», 69 год, там про находки на острове Четырехстолбовом, да? Ну, хороший такой анализ этого материала. И Нина Александровна Береговая, такая археолог была, она в 50 каком-то году вторую коллекцию опубликовала, которую тоже полярники доставили в Петербург, ну, в Ленинград. Значит, эта коллекция в Эрмитаже, говорят, находится. В 90-е годы туда Приленская экспедиция, да, вот Светлана Александрова Федосеева, она у нас спецкурс вела, я помню, я студент был, она поехали, говорит, на Медвежьи острова с нами. Предлагала, ну, я так хотелось поехать, но что-то там не срослось вообще. Они сами съездили, там провели тоже некоторые работы. Этот материал у нас в Якутске хранится, да. И вот в 2021 году мы обратили внимание и вот начали заниматься этой темой. То есть там, чем это? Это как архив такой стоит. Жилище, вот оно запечатано в вечной мерзлоте с прекрасной сохранностью органического материала. Оно там во льду лежит, можно сказать. Это деревянные могут быть предметы, ковши, там вся утварь, которая обычно разлагается очень быстро. Она там во льду лежит. Значит, и это могут быть и одежда, и какой-то антропологический материал, там, множество фауны, там, ну, естественно, это керамика, каменные орудия, предметы вот этих гарпунных комплексов, которыми они охоты добывали зверя, да. И все это показывает такую высокоспециализированную именно культуру, заточенную на морской зверобойный промысел. При этом мы вот продатировали эти некоторые материалы, там по нагару керамики и так далее. Выходит, что они осваивали эти острова где-то начиная с Рождества Христова, где-то, ну, примерно. Там даты 2 век нашей эры, 5 век, примерно 2000 лет назад начали уже осваивать эти места, и очень успешно. Ну, как даже сейчас человек, там нет этих постоянных поселений, необитаемые эти острова. Ну, вот этим интересно это все. Это история, связанная вот с освоением морских побережий и архипелагов морских, полярных островов морских, значит. Все это
для нашей республики тоже очень большое значение будет иметь. Потому как мы об этой истории мало знаем. Если, например, вот, конечно, тут очень много интересного в Центральной Якутии всего. Мы можем тут еще множество и диссертаций, и книг написать по этому поводу. Но там есть страницы, о которых мы вообще мало, практически ничего не знаем. И об этом и не говорит никто. Да? А если это сейчас, вся история же для людей пишется, это достояние общественности должно стать. В конечном итоге такой предмет, который интересен во всем мире. Значит, вот это считается, что там могли жить люди, предки эскимосов. Тех же, да? Они и в Америке живут, и в Гренландии, пожалуйста. Да? Весь арктический север Северной Америки на Чукотке. А у нас самые западные следы их получается. А есть у археолога какая-то специализация? То есть, например, вот тебя больше интересует керамика, а кого-то больше интересует бронза, а кого-то больше интересует кость, что-то вот. Или вы копаете и копаете. Что нашли, тем и работаем. Нет, конечно, существует специализация, и часто многие вот археологи, как-то они даже считают, что у нас археология совсем разная, да, это, например, те, которые палеолитом занимаются, конкретно каменным веком таким, да, они как-то, с этими, которые поздними культурами, у них там мало точек соприкосновения каких-то. Но, поэтому, да, есть что такое. Но у нас в Якутии археологов мало, и мы какие-то такие довольно-таки всеядные, что ли. Поэтому часто понемножку и там чем-то занимаемся и пишем. Например, у меня есть и работа, и касается и самых ранних этапов каменного века. А так есть вот конкретно, этот неолитчик, да, вот у него там больше по неолиту. Да. В этом плане, ладно, я тоже неолитчик. Да. А сейчас я хочу докторскую вот эпохи металла раннего посвятить. Да. Это эти бронзовики. Да. То есть когорте бронзовиков тоже. Но в то же время мы же и средневековьем занимаемся, и там ранняя история якутов, да, как это все шло, и других народов, которые здесь проживают сейчас. Даже русскими поселениями, совсем поздними, да, уже. И работа на эту тему тоже пишем. То есть у нас нет именно в якутской археологии такого конкретного деления. Ладно, можем сказать, Юрий Алексеевич Мачанов, он каменщик был, каменщик. Да, то есть он эпоха камня. Светлана Александровна Федосеева, она там, неолит и бронза, да, вот как-то так вот. Их больше эти страницы истории интересовали. А там Иван Васильевич Константинов, например, он, да, ранее железо у него и там якутские погребения, да. Сейчас у нас есть тоже коллеги мои, там, Розалина Кентьевна Бравина, да, уважаемые, они занимаются именно этим периодом, более поздним уже. Конкретно это с якутами связано, их там погребальные комплексы, все эти духовные представления, там, связанные с этим, да. Культура кулунатахская, которую Анатолий Игнатьевич Гоголев, профессор, выделил, да, ей. То есть ранние истоки и самая ранняя история якутского народа, да, показана там, что ли. Есть у нас люди, которые там, молодые специалисты, там, черной металлургией занимаются, да, там, кузнеческое дело, как тут, например, развивалось, да, То есть можно, конечно, заниматься более узкой специализацией. Был Николай Николаевич Кочмар, один из педагогов наших, да, он конкретно наскальными рисунками занимался. И его плод многолетней деятельности, это монография «Писаницы Якутии». Там он сведения собрал свыше сотни таких памятников. И сам экспедиции проводил, сам открывал их. То есть такой вклад у него был интересный, да? Очень важный. И сейчас мы продолжаем дальше что-то открываем, какие-то новые пункты вписываем, описываем, пополняем эту историю. Например, какие-то тип-листы инвентаря, которые там
в книгах наших предшественников есть, да? Вот орудийный набор такой-то вот в древней культуре. А мы новые типы открываем и их дописываем. Или керамика. Вот на ней такой-то орнамент, у них там в таблице есть, а мы находим, немножко есть другие вариации. И мы его дополняем и дополняем. И так вот по кусочкам получается все шире и больше видение вот этой вот древней культуры. А там, конечно, можно развивать, теоретизировать, какие-то уже представления там связанные с духовным миром, какими-то сакральными там территориями. Виктор, большое спасибо за эту встречу, за эту беседу, было очень интересно. А я надеюсь, что и наши зрители, ну и я, конечно же, узнали очень много нового интересного. И надеюсь, это не последняя наша встреча, тем более, как мы поняли, археологам в Якутии еще работать и работать. Да, здесь я считаю, что еще не одно поколение будущих археологов найдет очень много всего интересного, и разные будут у них новые идеи, представления поменяются, то есть они еще внесут свой вклад. И здесь для этого просто непаханное поле. Многие территории даже являются белым пятном до сих пор. Это была программа «Якутия в деталях». Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.